Четверть авиарейсов в Казахстане была задержана в прошлом году. Это один из самых худших показателей для авиационной отрасли, по мнению представителей Комитета гражданской авиации. Добавить сюда одни из самых высоких тарифов на авиабилеты и новшества авиакомпаний, которые провоцируют нервное истощение у части пассажиров. В этом выпуске «Сосжок» разберемся, почему перелет с отечественными авиаперевозчиками не быстро, дешево и комфортно, а своеобразно. Меня зовут Иван Тулинов. Полетели. Кто больше всех повлиял на статистику задержек и отмен в прошедшем году, в КГА не сообщили, а лишь устроили общий разбор полетов на ежегодной коллегии Министерства индустрии и инфраструктурного развития. Но если проанализировать публикации в социальных сетях и в информационных агентствах, можно предположить, что все идет не так уж гладко у авиакомпании Flyrestan. За последний месяц этот перевозчик попадал в информационное поле как минимум 4 раза, и каждый раз по не самым лучшим поводам. В феврале компания отменяла рейс из Костаная в Алматы, причем делала это целых 5 раз подряд. Самолет должен был взлететь 25 февраля в 11:45, но вылетел лишь на следующий день в 13:35. Официальная версия – позднее прибытие борта. Судя по всему, 25 февраля для компании теперь станет черным днем, поскольку в тот же день планировался рейс из Астаны в Шымкент, однако его Flyrestan и вовсе решила отменить, что вызвало настоящее негодование пассажиров. Такие кадры из казахстанских аэропортов еще не приходили. 20 человек собрались у стойки регистрации авиакомпании, швыряли информационные стенды, кричали и даже набрасывались кулаками на сотрудников. А кто-то просто решил забраться на стойку и наблюдать за ситуацией свысока. История закончилась тем, что деньги людям вернули, но на особо бойких пассажиров составили протоколы. Пользователи услугами авиаперевозчика уже между собой называют 25 февраля днем, когда с Flyrestan можно пролететь. По какой причине чаще всего задерживают рейсы в Казахстане? Этот вопрос комментировали представители авиакомпаний. Они даже составили своеобразный хит-парад того, из-за чего происходит опоздание. На первом месте плохие погодные условия. А этим не может не похвастаться северная часть страны. Внеплановое техническое обслуживание также может оказать влияние на задержку самолета. Часто происходят опоздания по вине аэропортов и даже пассажиров, в том числе трансферных. И еще одной из причин вылета не по расписанию может быть сбой в системе регистрации. Как видно, ни одна из перечисленных причин не связана с виной авиакомпании. Возможно, еще и потому, что, согласно законодательству, пассажиры имеют право на компенсацию в размере 3% от стоимости билета за каждый час задержки. Ну а тут попробуй докажи, что вылет задержан из-за перевозчика. Если так пойдет и дальше, есть риск, что качество авиаперевозок сравняется с железнодорожными, где опоздание уже просто притча во языцах. Приезжать, по крайней мере, на столичный вокзал вовремя не имеет никакого смысла, так как большая часть поездов приходит с очень большим опозданием. В вокзалу Астаны можно подавать заявку на рекорд, как железнодорожная станция, где на свои поезда успевают абсолютно все пассажиры. Но вернемся к авиации и снова к Flyrestan. Эта компания научила приезжать в аэропорт за 2 часа до вылета, даже на внутренние рейсы. Кажется, такого не удавалось ни одной авиакомпании. Время с запасом необходимо, чтобы сдать багаж и успеть пройти досмотр, так как в определенное время авиакомпания закрывает эту возможность. И тот, кто решил выбрать подольше посидеть в кофейне, а не постоять в очереди с соотечественниками на посадку, рискует и вовсе пропустить свой рейс. У некоторых пассажиров уже не раз складывалось впечатление, что авиакомпания продает билетов больше, чем количество мест на борту самолета. На этом ловили несколько раз, но официально эта информация не подтверждалась. Изначально этого перевозчика презентовали как первого казахстанского лоукостера, но есть ощущение, что компания скоро может ввести первые стоячие места в самолетах. Низких цен, кстати, тоже не случилось, пока Flyrestan в составе Air Astаны. Идет речь об отделении от дочерней компании к 2025 году, что должно создать большую конкуренцию. Но пока, если сравнить стоимость билетов по самому популярному направлению Астана-Алматы, этих двух авиакомпаний, то можно увидеть, что разница составляет всего около 3000 тенге.
Возможно, это стоимость той самой булочки с начинкой и горячих напитков, которые подают на борту Air Astana. У Air Astana билеты чуть дороже, чем у дочернего перевозчика, но ей удивительным образом удается избегать публичных скандалов и всеобщего пассажирского недовольства. Хотя и цены Air Astana и любой другой авиакомпании Казахстана назвать приемлемыми более чем странно, особенно после изучения стоимости перелетов за пределами страны. К примеру, расстояние из Парижа в Милан составляет 850 километров. При этом цены на самолет стартуют от 6000 тенге. Билет из Астаны в Уральск, где расстояние аналогичное, редко можно купить меньше, чем за 25 тысяч тенге, даже если позаботиться намного заранее. Впрочем, в агентстве по развитию и защите конкуренции от обвинений в высоких ценах открещиваются. Якобы тарифы формируются за счет честного ценообразования в условиях рынка и с учетом общепринятой международной практики. Но почему-то в международной практике цены значительно ниже. Где-то несостыковка. Словом, на тарифы в Казахстане сказывается соотношение спроса и предложения, сезонные и суточные колебания спроса, а также загруженность борта на момент покупки билета. В целом же экономисты уже не раз проводили анализ стоимости билетов в Европе и в Казахстане и пришли к выводу, что западная часть материка довольно густонаселенная, поэтому и загруженность линий выше, в связи с чем люди могут получать билеты по более выгодным ценам. Вот что вы думаете о ценах на авиабилеты? Считаю 50 на 50. Ну, для некоторых приемлемая цена, для некоторых нет. Последний раз я была в 2021 году в Эмиратах, и все. Поэтому, наверное, они высокие. Но если заранее брать, то приемлемые, а так дороговато. Тогда 4-5 лет назад, только пораньше как забронировались это билеты, тогда подешевле был, а сейчас не знаю. Дорого. Не, дорого. Особенно внутри Казахстана очень дорого. Особой разницы не бывает иногда между ценой на самолет и ценой на поезд. И вот это, мне кажется, нелогично. Да, нормальные, приемлемые. Я не знаю, я не летаю на самолетах. Дорого, наверное. А были ли когда-нибудь проблемы вот с покупкой авиабилетов или, может, с перелетами? С перелетами были-то. Когда один рейс отменяли на протяжении недели, кажется, полтора. А что за авиакомпания была? Авиакомпания вроде Арстан, вроде. Идеально. Мне все понравилось. Цены были очень высокие, но это того стоило. Хороший сервис. Нет, вроде не было такого. Ну, в принципе, проблем не было, но в прошлом году мы за двоих отдали до Белгорода и обратно 1 800 000. Рейсы отменяли, задерживали рейсы, было такое. А какая авиакомпания была? Ну, так, БКР, помню, у нас отменял, СКАТ задерживал. Когда мы покупали билеты заранее на один самолет специально, на большой, а нам потом по факту нас посадили в более маленький. Не было. Да, все отлично. Тем не менее, есть ощущение, что казахстанским авиакомпаниям многое сходит с рук, причем настолько, что некоторые даже продают детские билеты не с 50% скидкой, как общепринято, а по взрослому тарифу. Нарушения заметили в главной транспортной прокуратуре. Нарушителем оказался, кто бы вы думали, правильно, Fly Air. Хотя в компании тут же возмутились и заявили, что все подобные обвинения не более чем клевета и наговоры. Постановление намерены обжаловать. Если говорить о штрафах, то информацию о них периодически публикует Комитет гражданской авиации. За 5 месяцев прошлого года с июля по ноябрь казахстанские авиакомпании наказали на общую сумму 8000 МРП. В тенге это 25 миллионов. Сказывается ли это на стоимости билетов для пассажиров? Ну, думаю, и так понятно. Тем не менее, в Казахстане не мешает каждый год объявлять о так называемой борьбе с завышенными ценами на авиабилеты. В конце прошлого месяца за эту работу в очередной раз взялись в правительстве. Какой по счету, не сообщается, но в целом все это очень напоминает борьбу с коррупцией. Все об этом говорят, все очень возмущены, но одержать победу по тем или иным причинам не может никто. У меня все, Сжоп, и еще увидимся.